Значимость вклада якутской структуры Русской Православной Церкви в историю культуры, экономики, социально-политической сферы жизни якутского общества недооценить практически невозможно и бессмысленно. С давних времен пытаются исследователи дать определение тому вкладу, что был сделан Русской Православной Церковью. Первым профессиональным историком, занимавшимся исследованиями в этой области, был Григорий Андреевич Попов, сын якутского священника, обучившийся, закончивший Казанскую духовную академию и после установления советской власти занимавшийся как раз становлением советской исторической науки и народным образованием. Впоследствии историей Русской Православной Церкви в Якутии активно занимались такие видные историки-сибиреведы, как Сергей Александрович Токарев и Сергей Владимирович Бахрушин. У нас основным специалистом по вопросу истории Русской Православной Церкви был Федот Григорьевич Сафронов. И затем его ученики продолжили традицию, создав целую школу исследователей Русской Православной Церкви. Это в первую очередь Егор Спиридонович Шишигин, нынче директор музея имени Ярославского. Он впервые в советское время, получается, конец 60-х, начало 70-х годов, защитил кандидатскую диссертацию по этой достаточно рискованной для идеологизированного советского времени темы. Благодаря в основном Федоту Григорьевичу, который прикрыл его своим авторитетом. Вторым учеником Сафронова, также занимавшимся этим вопросом, был Пантелеймон Пантелеймонович Петров. Почему был он? Они сейчас достаточно успешно работают. Он, Пантелеймон Пантелеймонович, ведущий сотрудник Института гуманитарных исследований. Его труд о градоякутских храмах является, пожалуй, основополагающим. В последнее время очень плодотворно в этой сфере, в этом вопросе действует, публикуя одну за другим статьи, несколько монографий вышло, Инна Игоревна Юрганова. Тоже, пожалуй, на данный момент, можно сказать, продолжатель традиции Федота Григорьевича Сафронова. Что важно? Во-первых, очень много вопросов возникает о периодизации, христианизации нашего края. Православие проникает в Якутию вместе с отрядами казаков-землепроходцев. Уже в 1643 году, когда воевода Петр Головин поставил острог, свой знаменитый, давший жизнь в дальнейшем самому городу Якутску, была построена церковь во имя Святой Троицы, и кадры были отправлены духовенство из церковной столицы сибирской, города Тобольск. Интересно, что кадры подбирались из двух категорий. Либо добровольцы-энтузиасты, либо, как бы сейчас сказали, штрафники, понесшие какое-то наказание, либо которые должны были понести наказание, но его заменили на отправку в Якутию. Один из диаконов, так получив сан священника, предварительно, прежде чем его рукоположили, был выпорот авансом, чтобы в дальнейшем не грешил, будучи священником в Якутии. Вот подобный кадровый состав наложил определенный отпечаток как на взаимоотношения с местным населением, так и в целом на социально-психологический портрет священников, диаконов, пономарей нашего края. В дальнейшем действия русских православных властей уже касались миссионерства. Распространение христианства шло достаточно медленно в XVII веке. Светские власти, государства даже сознательно ограничивали действия миссионеров, активность их, потому что, согласно тогдашним законам, принявший христианство местный житель освобождался от уплаты пушной дани ясака. Соответственно, это было невыгодно властям, и количество крещенных не превышало 16-20 человек на протяжении всего XVII века до начала
XVIII. Изменения коренные происходят в царствовании Петра I. Основная причина – государство русское, российское укрепилось достаточно в церкви, на землях сибирских. И вторая причина, конечно же, сам радикальный характер политики внутренней государя-императора будущего. Был издан указ о массовом крещении и уничтожении языческих капищ, уничтожении идолов и смертной казни для тех, кто будет сопротивляться. Но на всем протяжении действий миссионеров ни одной смертной казни в истории Сибири, во всей западной и восточной, и даже северо-востока, не отмечено. В основном действовали уговорами, и материальный фактор, конечно же, в первую очередь действовал. Тоже освобождение от ясака, но, правда, не вечное, как в 17 веке, а временное, на 2-3 года. Можно было, кстати, отправить креститься кого-нибудь из младших родственников или зависимых людей. И в таком случае освобождение получал хозяин семьи. Оставаясь некрещенным, он получал льготу за племянника, за двоюродного брата, за какого-нибудь своего служилого человека. И в итоге оставшееся время благоденствовал, освобожденный от налогов. И фактор также карьерный достаточно серьезно влиял на распространение христианства среди местных жителей Саха и Эвенков. Крестившийся Тойон сразу получал преференции от русских властей, как проявивший лояльность к власти, стремящийся усилить связь с администрацией. Легендарный Софрон Сыранов, хагаласский князец, в 70-летнем возрасте совершил путешествие в Иркутск, чтобы креститься. Его крестным отцом стал иркутский генерал-губернатор. И после возвращения в Якутию он тут же был избран головой. И третий фактор – языческое сознание, языческое мировоззрение имеет такое свойство ассимилировать божеств чужого пантеона без всякого урона для себя. И поэтому, соблюдая все языческие традиционные обряды, якут или эвенк, формально носил крест, крестился, так же, как и кормил огонь. И Дева Мария абсолютно не мешала богам якутского пантеона сосуществовать в одном сознании. Подобное состояние в науке называется синкретизм. Этот синкретизм характерен и до сего времени представителям нашего народа, нашего этноса. Христианизация заканчивается массовая в начале XIX века. К 20-м годам уже практически все саха считались крещенными, новокрещенными. Это отразилось также и в лексике. Если раньше народы Якутии назывались в документах казачьих иноземцами, то ближе к XVIII веку они стали называться уже иноверцами, а после 1760 и последующих годов в лексикон четко делопроизводства уже четко вошло слово «исашный», «новокрещенный», «инородец». И с этого времени термин данный как в исторических источниках, так и в делопроизводственной лексике вплоть до современного этапа прослеживается. XIX век, можно сказать, оказался второй период расцвет православной церкви у нас в крае, где только не участвовали священники во всех, как бы сейчас сказали, проектах национального уровня светской власти. В первую очередь, конечно, это укрепление геополитических позиций Российской империи на северо-востоке, идеологическое закрепление колонизируемых территорий. Во-вторых, это укрепление духовного единства. Православие скрепляло культурное пространство, этнокультурное пространство от Польши до Тихого океана и дальше в Аляску. И, пожалуй, третье, что можно отметить, это межэтнические процессы. Благодаря православию, благодаря Русской Православной Церкви этноконфессиональные процессы значительно активизировались, ускорились. Оценка деятельности миссионеров достаточно политизированная и из-за этого до сих пор остающаяся дискуссионной. Есть точка зрения достаточно популярная, но, правда, в так называемой массовой истории, что Русская Православная Церковь шаманов преследовала, и вот этот период неверия и упадка национальной культуры во многом свидетельство действий Русской Православной Церкви. Могу заверить, что это не так, поскольку в годы 20-е, годы советской власти, борьбы с
как с шаманизмом, так и с религией, с православием. Досталось и тем, и другим. Практически в каждом крупном наследии по 3-4 шамана обнаруживалось, признававшиеся в том, что ведут шаманскую деятельность. Если церковь целенаправленно боролась при поддержке светских властей, то откуда в Якутии столько шаманов осталось? Ну и разного рода исторические свидетельства, например, фольклор. Якутский шаман, великий шаман одного из наследов, увидев во сне танцующих стерхов, понял, что это духи оспы, страшной болезни, косившие тогда якутское население, перекрестился перед иконами, превратился в столб дыма, вылетел в отверстие в крыше уразовой и начал великий бой. Вот обратите внимание, перекрестившись перед иконами, крещенный шаман, ну, конкуренция, конечно, была. Есть и другой рассказ, когда шаман, опять же, крещеный, был замечен за камланием священником. Священник его заставил, очень, знаете ли, страшное наказание, молиться в церкви 3 раза в день. Обиженный шаман превратился в гром и раздробил дерево, сосну, в котором находилась душа священника, после чего священник, естественно, умер. Ну вот показатель, как относилось население к ситуации с двоеверием. Ну и подводя итог, надо сказать, что 20 век оказался для Русской Православной Церкви очень сложным. После революции храмы закрывались, последний был закрыт в 30-е годы. Вновь возродилась якутская епархия в 90-е. Ну, это уже история совершенно другая. Благодарю за внимание.